Скажите, это часто бывает? В смысле, всегда, в любое время года? Конечно. А зимой такие глыбы льда. Я в офисе 7 лет работала и глыбы льда потом убирала. Это же потом зимой замерзает. И тут еще не лед ходит. Круглый год. Круглый год? Круглый год вот так. А А когда сколько в полу этом поменяли, году потому что гниет пол. полдня не было. Пол гниет потом. Почему не устранять? Это гидроизоляция. Никто не хочет этим заняться. Очень сложная, видимо, работа. Но это проблема в крыше или проблема на втором этаже? Это душ на Душ. каждом этаже. На втором? Душ. И говорят, с душа гидроизоляция какая-то. Я не понимаю в этом. А что, вот такое льется не первый год? Видимо, нарушена гидроизоляция. Не первый год? Да я говорю, 7 лет в офисе работала, и до этого лило, и 7 лет работала, лило, и сейчас льет. Я уже и года 3 не работаю. Ничего себе. Ну, а вы думаете, сейчас скоро дом рухнет, я говорю, на одном же. Это же все вода, вот это потолок. Откуда-то льется, с гидроизоляцией сказали. Еще та управляющая компания через... У нас только меняется какая-то управляющая компания, когда еще я при двух работала, они говорили, что гидроизоляция нарушена. И Это сделать должны ничего нельзя. специалисты прийти. Капитальный ремонт, типа, что-то. Типа с душа это идет вода. Надо же. Да. А здесь люди живут? Конечно, живут. И здесь живут? здесь живут, и везде живут. Здесь люди живут и... Ну а как же, живут, конечно. Чего вы удивляетесь-то? Везде, по всем комнатам живут. И здесь живут, и здесь живут. Здесь с детьми живут. А вы кто? Я журналист. Ну вот, тем более очень хорошо. Вот и снимайте и пишите. Так мы с одной женщиной с третьего этажа, когда в офисе работала, до Гайгера дошли. И ничего. Глухая стена везде. Вот столько документов типа было. Надо же. Да, до Гайгера дошли. А толку никакого. Неужели так сложно это устранить? Да? Неужели так сложно это